Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня 30 марта. Поехал в сторону Жатая. Хотел в Кангаласы съездить. Время уже 12 час. Вот думаю, попробую сперва на Жатай прорваться. Дорога есть, рыбаки есть, нет. Посмотрим. Еду через Даркалах. Через Даркалах, если ехать, вон Жатайский судостроительный совсем рядом. По идее, на перерез тут дорога есть, нет, интересно. На Захаровку. На Захаровку, а потом сразу же на протоку можно выскочить. Сейчас посмотрю. О, ребята, тут есть дорога, оказывается. Ну, я сэкономлю километраж. Вон впереди Захаровка. Если по трассе, это надо вот так в объезд ехать. Сейчас я сразу на дамбу заеду тогда. Там посмотрю. Да, еду по Захаровке. Ну, вообще красота. Вот конечка 109-го автобуса Жатайского. Ну, вообще красота. Такой крюк я обрезал. Дорога по зимке есть, а вот по лету вряд ли, наверное, потому что там протока есть. Не знаю, если она не сухая, тогда там не проедешь. Вон Жатайский судоремонтный, вот он впереди. Мне направо. Мне здесь направо. Улица Ленина. Сейчас проедем на дамбу. Если по дамбе нету, придется обратно ехать. Да, по-моему, там дороги нету. Это здесь накат-то не очень. Вон ледокол стоит. Смотрите, какой советский, старый. Впереди. Огроменный, не знаю, там этажей 5 точно есть. Вот судоремонтный. Здесь мы практику проходили. Где-то в классе в 9, наверное. О, смотрите, какой ледоход. Классный. Здоровый такой. Да, ребята, это облом. Нету здесь дороги. В Кангаласы ехать, по-моему, надо. Там посмотреть, где-нибудь примкнуться. Да. Рыбаков здесь тоже не видно. Ладно. Попытка на Жатай никак у меня не проходит. Там говорят, вот с левой стороны ехать по берегу. Ну, я не знаю, что там мне подсказывает, что я там тоже не проеду. Да, Жатай меня не пускает на рыбалку. Это у меня уже которая попытка здесь? Вторая или третья попытка. Снегу у нас было здесь 2 дня, где-то шел снег и дороги подзамело. Так что я даже не знаю. По берегу, там по Жатайскому, там мне подписчики писали по Жатаю. Здесь дорога открылась, нет? Не, тупик. Что-то ее долго делаю. Вот налево здесь можно было сразу на трассу выехать. Придется по центру ехать. Есть дорога через, как там этот,
Жатайская паромная переправа, что ли? Говорят, оттуда заезд есть. Ну это я так понял, да, там вот через лагерь проехать по протоке и вдоль протоки по берегу. Ну, там высокий такой берег. По нему ехать. Там где-то заезд. Может мне туда ломануться. Или сразу на Кангаласы поехать. Не знаю, народ вот стоит, ждет 109-й автобус. Вон Жатайский знаменитый продовольственный магазин. Продовольственный, промтоварный. В советское время крутой магазин был. Жатая засниму. Что-то у меня крайние рыбалки, одни поездки только. Туристические поездки. Один раз только я вот на Хатасах там хорошо отловился. Более-менее нормально. Клев был. Рыба была. А потом на следующий день я там обломился. И все. На Нижней Бестяхе тоже так же. Рыба пока не пошла. Ладно, поедем дальше. Так, давайте все-таки я по Жатайской протоке проеду там на переправу. Кангаласы ехать далековато, блин. Вот пока эта гора не закончится. Вон туда дальше. Хотя по идее это близко уже. Давайте проверим здесь по Жатайской протоке через лагерь проехать. Паромная переправа Лорп. Вот это мне говорили. Но я в тот раз, крайний раз, когда ездил-то, помните, там дороги не было. Тоже снега были. Все замело. А попробуем здесь проехать. По берегу поеду. Вот здесь с правой стороны вот заезд был давно. По идее мне вот здесь с правой стороны, вот там остров. Его проехать. А то старое рыбное место, где не знаю, как она называется. И все. КамАЗы вот отсюда едут. Песок возят. Значит, заезд есть на реку. Вон он тот остров. Вон по тому острову по дамбе ехали. И вот за ним, там туда метров 400-500 рыбное место. Ну сейчас по берегу выеду отсюда. Там видно будет. Вон я подъезжаю. Дорога накатанная, видно. Машины ездят на эту Жатайскую переправу. Песок где-то здесь таскает. Вот оно, это место. Вот он, этот остров с правой стороны. И вот посюда проезжали мы. Вот по нему, и вон там остров, видите, впереди. Вот к нему. Там дороги нету. Поеду по Лорповской. По Лорповскому заезду. Дорога узкая. Пропущу. Так, вот дорога на карьер. А вот дорога налево пошла. 4 ВДшку включил, поедем, проверим. Карьер вон. А эта дорога идет по берегу. Вот туда. К крану. Рыбацкое место вот прямо впереди. Никого нету. Видите, он перешеек там такой песочный. Вот на нем мы ловили. Ладно, проеду вперед. Так, короче, ну его нафиг такую дорогу, хрен разъедешься. Песок вот добывает.
Не судьба мне здесь половить рыбу. И воды нету совсем, видите, упала протока. Жестко. Сейчас мне надо как-то здесь развернуться. Короче, задним сходом выехал, блядь. Хрен где там развернешься. Да. Воды здесь нет, видите. Упала совсем. Ладно, поеду в сторону Кангалас. Так, ладно. Жатай меня не пустил. Поедем в сторону Кангалас. Поедем в сторону Кангаласов. На Кангалас мне вон пилить и пилить. Видите, вон гора идет впереди. Вон он мыс. Кончается там. Вот мне туда надо. Вот поворот налево, где у нас проходит национальный праздник СС. Иш-Хатун местность называется. А нам ехать вон туда, где заканчивается гора. Ах, уезжая с поселка Тулагина. Вон он, Табагинский мыс впереди. Мне ехать туда. О, лошадки стоят. Красотки. Вот так они всю зиму добывают корм себе из-под снега. Красотульки. Ладно, вперед. Вперед за рыбой. Если я ее найду там. Там просторы обалденные, конечно. Красота какая, да? Вот озеро возле Капитоновки, которое Улаханебе называется. Вот по лету здесь надо будет порыбачить. Здесь еще с правой стороны есть озеро. Туда бы добраться. Это все по лету. По зимке я тут хотел. Тут вообще дорог нету никаких. Тут по целине как пройдешься здесь? Вообще никак. Вот смотрите. Вот заезд был здесь. Вот напротив купола. А тут дорог вообще нету. Вот рыба здесь есть. Только по зимке здесь что-то никто не рыбачит совсем. Не знаю, промерзает, наверное, она еще хорошо, поэтому не рыбачит. Ладно, поехали дальше. Поселок Капитоновка. Потом будет поселок Кангаласы. И потом там надо будет ехать по реке на левую сторону, левее, вернее. Вон где гора заканчивается, вот там. Ну а там еще дальше идет немножко. Вот туда мне надо. Подъезжаем к поселку Кангаласы. Кангаласский угольный разрез. Здесь был в свое время, в советское. Но сейчас тоже, говорят, работает. Горы такие, видите, сколько снега у нас. Так что проездов нигде нету, даже на Жатае нету проезда. А река большая, место надо искать, где рыба есть. Ну, вот смотрите, какие просторы-то. Вот как туда проехать?
Вот вопрос. Места широкие, а дорог нету. А пешком идти далековато. Вот поселок Ангаласа такой интересный, он на горе стоит. Тут каменные дома есть у нас. Как-то на Алдан похоже. Красивый вид. И вот так мы вдоль горы поедем на переправу на Сотинска. Поворачиваем направо. Ангаласы у нас остаются с левой стороны. Вот он здесь на горе так. Уголек на улице, на дорожке лежит. Все, поехали дальше. Здесь у нас лодочная станция есть. Вот такие горы у нас. Смотрите, красиво. До Барагонцев 81 километр отсюда. Знак стоял. Сейчас будем выезжать на протоку, на реку, вернее говоря. Здесь паромная переправа летом есть. Все, сейчас будем съезжать. Ледово-автозимник Ангаласы, Сотинцы. Видите, дорога черная какая. Уголь возит. А рыбачков тут нету. Давно когда-то я видел. По весне мы ездили, с горы смотрели. Вот здесь от причала с правой стороны рыбаки стояли. Вон там впереди, кстати, палатки стоят. Все, что-то оранжевые какие-то. Видите, появились. Вот он, этот причал. Ладно, поехали. Видите, река упала, как, смотрите. Барханы. Песка, поэтому рыбаков здесь и нету, наверное. А вон вижу городок рыбаков. Есть они. Тут-то там оранжевая точка была какая-то. Вот они есть. С левой стороны сидят. Что-то как дорогу интересно сделали. Тут кирпич, там кирпич. Вот он, Кангаласский мыс наш, который издалека видно. А рыбаки вон сидят. Целый городок. Я хотел туда, по идее, подальше проехать там. Там тоже был городок давно. Вон даже автобус приехал. Ох, рыбаков-то сколько там. Море. А, это они на обратной дороге стоят. Вон они, не видите? Ладно, проеду туда дальше. Вот они стоят. Рыба, видать, и есть. Палаток много. Организации приехали, что ли, одни одинаковые. Палаток там даже есть.
Вон какие просторы у нас. И найди здесь рыбу, да? Вообще нереально сложно. Вон какие горы красивые. Не надо вон к тому острову приехать, вон, который вдалеке, с левой стороны. Там за ним рыбаки были давно. Красивый вид здесь на горы. Видите, какая красота. Шикарный вид вообще. Ледовая переправа. Вот мне посуда надо ехать. Вон там остров есть впереди. Горы вот с левой стороны остались. Вон река какая широкая. Обалдеть. Вот по этой дороге. Сейчас будем выезжать на реку. Вон какие просторы. Мы с воном Кангаласки. Вот партизанская дорога была налево. Это, скорее всего, рыбаки ездили здесь. Здесь по левой стороне стояли рыбаки. Вон где остров. Сейчас посмотрим. Какие просторы, да? Попробуй здесь найди рыбу. То, что рыбу здесь рыбаков найти будет. Вообще. Офигеть. Короче, если я здесь рыбаков не найду, придется ехать туда, где палаточный городок на Табагинском мысе. Вот этот остров идет вот с левой стороны. Вот туда дорога была. Блин, там, по-моему, все заметено. Скорее всего, там рыбаков нету. Придется мне в обратку ехать. Вон туда. Где мыс. Где рыбаки сидели. Хочется проехать, посмотреть. Да, просторы обалденные, конечно. На моторке есть, гонять, не гонять. Вон, горы вон туда идут. Видите, поворачивает река направо. А мне надо вон туда налево. Остров-то я проехал тут уже. Сейчас вот здесь должен быть поворот налево. В обратку. Что-то рыбаков я вообще не наблюдаю. Но поворот налево. Тут-то остров-то я уже проехал. Вон остров слева. Там рыбаки. А вон машины стоят. Две машины вижу. А как они туда заехали? Смотрите, какие просторы вообще. Ну тут рыбы много должно быть. Только вот где она ходит? Вон рыбаки стоят. Две машины точно есть. А как они там проехали? Сейчас поедем дальше, посмотрим. Да. Я уже 2 с лишним часа катаюсь. Не могу места найти. Так, бензин-то мне хватит на обратку. На обратку я заеду на заправку все-таки. А остров вот он. Машины вот стояли слевее.
Но эта дорога-то вообще уходит туда, ближе вот к тому берегу. Да, придется, мне кажется, на мыс ехать. Ну какой красивый островок-то здесь. Вот сейчас мы за него доедем. И тут просторы. А направо вон гора идет, это в сторону Намцев. Да, в сторону Сангар. А река идет, идет, идет. И до Дикси. На север. Красиво, да? Вообще. Просторы, конечно, широчайшие. Так, островок я проехал. Походу я к мысу уже приближаюсь. Не так совсем, но... А те мужики-то как проехали? Там же с левой стороны дороги не было. Я ехал, смотрел. А отсюда заезд сюда далековато. Вон еще машины стоят. Палатки, что ли? А вот эти мужики, которые слева стоят, а как они проехали тут? Отсюда далековато до них. В смысле, тут пески, видите, горы. Рыбаки походу стоят. Что-то кучно. Посмотрите, как река здесь вздыбилась. Торосы какие. Гора такая интересная, да? Прямая-прямая. Как по линеечке прям. Очень красиво. Но это явно рыбаки. О, палатки стоят. Надо у них узнать, разузнать. Да, ребята, это рыбаки. Это рыбаки. Вот они стоят, ребята. Вот стоят. Вот остров вышел. Видите, кромка. И вот там остров вышел. Да, тут топтать и топтать. Не, здесь, по-моему, ловить нечего. Надо туда к ребятам ехать. На мыс. Видите, какие просторы здесь. Красота какая. Вон мне за этот поворот надо. Красота какая, да? Какая-то турбаза есть. Да. Нынче рыбалка пока и не идет. Ну, хоть рыбаки появились на мысе на Забагинском. Поедем туда. Поедем к народу. Такая мощная гора сверху. С правой стороны, смотрите. Красота. И просторы. Да. Как говорится, рыбачить не хочу, да? Смотрите, как красиво здесь. Прямо горы прямые-прямые. Чуть ли не вертикальные. И вот мне надо вот сюда проехать. Вот там они стоят. Вот на этом мысу. Вон паромная переправа видно. По этой дороге я к ним как раз и подъеду. Там стану. Это уже сколько можно уже кататься? Бензина выдуло хорошо. Там еще подзаправлюсь. На обратном пути. На Кангаласах там заправка есть.
Все, поехали к рыбакам. Вот они сидят. Машину болтает на льду. На двух ВДшках едут. Колеса не держатся. Ну, вот они стоят, вот. Вон палаточка одна стоит. И основная машина. Вот они стоят. О, ворона летит. Сорка-то не. Прямо впереди меня указывает путь мне, где есть рыба. Красота какая, смотрите. Какие горы. Люблю свою республику. Люблю свой город. Это красота. Так, спрашивают, какая глубина, что есть. Здесь, по-моему, организация приехала. Видите, вычистили все. Целым автобусом приехали. Смотрите, рыба есть, нет, не есть. Ох, снегу-то здесь сколько, ядрить, мать. Тут просто так не пройдешь. О, целое предприятие, целый автобус. А, собачка сидит. Да, снегу, смотрите, по колено. А, надо где-то встать. А, мужики говорят, 2 метра глубина. Рыбы нет. Это просто общество приехали отдохнуть на природе. Видите, даже здесь расчистили место. Снега много. Да, куда встать? Ну, здесь широко очень, широко. Вряд ли здесь рыба есть. Да, ребята, походу здесь ловить нечего. Глубина вот здесь мужики сидят с левой стороны. 1 метр глубина, говорят. Река упала. А здесь она широкая, широченная, вот смотрите. Видите, он там барханы вообще. И здесь рыбы нету. Даже если палаточный городок стоял, рыбы нету. Рыбы нету, значит. Ладно. Опять моя попытка была неудачной. Поедем в сторону дома. Что-то даже неохота здесь рыбачить. Мелко, мелко совсем. Да ладно бы мелко бы. Хоть рыба была бы. Такой большой палаточный городок и рыбы нету. Это как-то